Пожалуйста, коллеги, напишите, какие слова приветствия вы знаете на татарском языке. Пользоваться чатом вы умеете. Пишите, какие слова приветствия вы знаете на татарском языке. Татарские буквы можете заменять русскими буквами, конечно же. Я параллельно буду комментировать ваши ответы. Так, исәнмесез, ага, исәнмесез, Эльвира. Здесь у вас даже татар харифлери присутствует. Хайрлы көн. Эльвира, по-моему, мы можем поменяться местами с вами. Ассаляму алейкум. Ва алейкум ассалям. Дуслар, вы меня немножко удивляете. Мы уже практически весь сегодняшний лексикон уже прошли. Так, есть ли еще какие-то выражения, которые вы знаете? Кроме исәнмесез, хайрлы көн, ассаляму алейкум. Даже правильно написано. Молодец. Айсулу. Хамильвира. Дуслар, ждем еще 40 секунд. В это время, возможно, будут подключаться другие. Поэтому давайте. Зряк бошларны эшләтик. Хәлләрегез ничек? Хорошо, это тоже пойдет. Это у нас уже настроение. Для Леша. Үзегез ничек? Аллаха шукр. Супер. Аллаха шукр. Ну, смотрите, пока что, как мне передали, здесь у нас группа, где татарский язык приближен к нулю, поэтому я ориентировался на это. Мне будет хорошо очень знать, сколько вы знаете. Салям. Хорошо, Йоши, вакыт. Время истекло у нас, давайте тогда познакомимся поближе. У нас уже есть несколько человек. Я буду вашим преподавателем, зовут меня Альберт Самигуллин Дамирович. Альберт Дамирович, можете так обращаться вы ко мне. Еще раз поставьте, пожалуйста, плюсики, если вы меня слышите и слышите хорошо. В чате. Я буду продолжать. Так, плюс. Все идет. Йокша. Так, зовут меня Альберт. Мин родился в Казанда. Мин учился татар гимназиясында. Мин поступил в Татарский государственный гуманитарный педагогический университет. Как вы думаете, на какой факультет? Филфак. Ну, почти. Ну, да. А точнее. Что вы тут пишете? Да, мы что-то на татарском здесь мы пишем. Ну, все, уже мы перестали писать. Я поступил на факультет татфак, татар тилі һәм әдәбияты и восточных языков. Закончил я в 2008 году, и с 2009 года я преподаю в школе. Работал в разных школах, и сейчас, и по сей день работаю. Сейчас работаю в школе Иннополис, где сейчас я и нахожусь. Работаю я туган тил һәм әдәбият укытучысы буларак, учитель родного языка и литературы, татарского языка. И на протяжении интенсива я буду вашим преподавателем. Так как время у нас ограничено, прошу вас подключаться вовремя. Это первый, понятно, установочный урок. И давайте я на первом уроке вам расскажу про правила. У нас будут следующие правила. Позвольте продемонстрировать экран. Что вы видите на экране? Видите ли вы PDF-файл, который называется «Кагыйдә», то есть правила? Кивните мне, пожалуйста, если видите все четко. Угу. Так. Смотрите. У нас есть несколько правил, которые нужно придерживаться. На уроках первое, самое важное, это выключите звук при входе в конференцию. Эльвира, я у вас выключаю звук, так как это помехи создает. И если у нас есть администратор, пожалуйста, следите за этим, чтобы никто не включал просто так звук, выключаем звук всем.
Выключите звук, но включите, пожалуйста, видео, чтобы мы смогли видеть ваши лица. Сейчас пока у нас не у всех включены видео. Пожалуйста, включите видео, чтобы мы смогли ваши светлые лица видеть, ваши эмоции видеть и ваши глаза. Они говорят о многом. Так, Дэвис, ждем. Пока вы подключаете свое видео, также следующее скажу, чтобы в кадре у вас, позаботьтесь, пожалуйста, чтобы не было отвлекающих факторов, никто не ходил, никаких животных. Если даже я не буду отвлекаться, вы, возможно, будете отвлекать друг друга, поэтому это может помешать. Следующее. У нас микрофон выключен, но мы будем иногда отвечать. Я учитель, я люблю задавать вопросы, и мы будем с вами беседовать. Будем по поднятой руке отвечать. Это не потому, что я учитель, и я так захотел. Это, конечно, чуть-чуть, может быть, захотел, но это не основное. Это для того, чтобы у нас не было помех, потому что звук идет по-разному. Сейчас посмотрите, пожалуйста, у вас снизу есть, внизу, в середине, даже чуть-чуть правее середины, реакция называется. Найдите реакция и поднимите руку. Там есть как раз реакция поднять руку, показать класс, поднимите руку. Я буду считать на татарском, сколько рук подняли. Нет. Да, администратор. Нет, не так поднимаем руку, а найдите, пожалуйста, функцию поднять руку. Воспользуйтесь. Пока Б. Дальше. И К. Вижу. Еще. Это все? Это все, на что вы способны? И К пока что, но нас больше. Найдите реакции, поднимите руку. Ну, я перехожу, у нас времени мало. Перехожу на следующее. Это не флудите в чате. Так, я тут, конечно, это больше для студентов. Я здесь... есть кому меньше 18 в чате? Это вас касается в первую очередь? Шучу, конечно. Может, и не шучу. Но самое главное, смело не флудите, то есть не переписывайтесь между собой, но смело задавайте вопросы. Если у вас есть вопросы, обязательно пишите их в чате. Если даже я сразу не увижу, постараемся в конце оставить время на ваши вопросы, или же ваши вопросы просто запишутся. Пожалуйста, администратор, посмотрите, чтобы вопросы, чат записывался после окончания конференции, чтобы можно было их посмотреть. Ну вот и все правила. И самый последний, смело задавайте вопросы. И отсюда выходит шестое правило, которое здесь не видно, потому что оно прозрачно для всех и понятно. Будьте смелыми, пожалуйста, давайте. У каждого здесь есть какая-то цель, и чтобы воплотить ее, давайте будем смелее и активнее. Также будет это мне удобнее, ну и вам интересно. Так, остановили мы демонстрацию. Переходим тогда к следующему. Демонстрацию. Так, Эльвира Гемадиева, можно опустить руку. Все. Так. Без халдок мудабер. Ике. У нас 2 человека всего лишь осталось. Ну ладно. Скорее всего, будут подключаться. Давайте будем мы продолжать. Galaxy A10. Не могли бы вы переименоваться и включить камеру, чтобы мы понимали, с кем мы будем знакомиться. Пока включайте камеру, я вам продемонстрирую окно. Мы будем с вами работать вот на такой доске. Эта доска называется Miro. Посмотрите, пожалуйста, напишите, что вы видите на доске. Топtada нәрсе көресіз? Что-нибудь видите на доске? Напишите, пожалуйста. После вашей реакции я продолжу. Эльвира, вы можете включить микрофон. Вы видите что-нибудь на доске? Ага, районы. Отлично. Тогда мы продолжаем. Отлично. На нашей доске, которая называется Miro, это Татарстан, Республика Татарстан. Как вы видите, здесь есть географические объекты.
И у нас интенсив будет состоять из 10 уроков. Примерно к каждому объекту мы сможем с вами приблизиться на уроках. То есть у меня концепция такова. Если вы не против, мы каждый урок будем начинать с какого-то объекта, с ее истории, краеведческой информации, потому что татарский язык – это не только грамматика и лексика, это еще история, это народ, это богатая культура и традиции. Как вы считаете, вам нравится такая идея? Вы не против? Так, здорово. Леша, очень. Эльвира, это у нас получается сегодня индивидуальный урок. Булай, Galaxy A10. Вы не могли бы включить камеру? По-моему, и администрация была договоренность ваша, чтобы вы все включали камеру. Я бы хотел узнать. Кемсес, Валайма, Пазмана, Фатума и так далее. Хорошо. И сегодня мы с вами отправимся в точку Булгар. Болгар. Смотрите, какая магия существует. Булгар. Болгар. Булгар Шахари. Как вы думаете, вот из всех этих объектов, почему я выбрал город Болгар? Булгар Шахари. Так, минутку на всякий случай включу. У нас на этот вопрос не больше минуты. Как вы думаете, почему мы начинаем именно с этого объекта, с этого города? Можете написать, можете включить микрофон и сказать. Нас сегодня немного. Пока что. Так, Турем. Начало нашего языка. Я понял? Ну, можно ответить, раз нас мало. Я считаю, что мы оттуда, потому что становление наше началось татарское. Поэтому... Совершенно есть еще несколько секунд. Может быть, у вас есть другие варианты? Там еще находится Исламская академия. Тетя у меня там работает. Очень близко, очень близко. 10 секунд. Биш. Дур. Эльвира, насчет становления языка вы были частично правы. Насчет этого мы еще поговорим. Но Исламская академия – это верно. И это как раз связано с исламом, потому что в 922 году, как принято, было официальное принятие болгарами ислама. Посмотрите, на правом минарете я разместил книжечку, которая называется «Книга Ахмада ибн Фадлана». Это был такой посланец, дату можно гонец повторить? из арабского. Так, можно не только повторить, можно ее и записать. Это 922 год, понятно, нашей эры. Ахмад ибн Фадлан сделал долгий путь и прибыл с арабского халифата в Болгар для распространения ислама. Смотрите, это не просто картинка. Нажимаем на картинку, и это превращается в книжку. Вот, листаем вторую страницу, и здесь написано, как Ибн Фадлан проехал через многие государства, города, сделал многомесячный путь и доехал он до Булгар, до ставки Алмыша. Алмыш так называли хана. Алмыш-хан – это болгарский хан тогда. И в 922 году официально приняли ислам, получается, торжественный обед был, проповедь прочитали, и Алмыш-хан взял новое имя, и его после звали Джафар ибн Абдалла. Кстати, в раскопках, во время раскопок в городе Болгар было найдено более 10 серебряных монет, на которых было начеканено имя Джафар ибн Абдалла, что и говорит об истинности моих слов. То есть это не легенды, и это книжка настоящая, то есть это дневник, который вел сам Ахмад ибн Фадлан. Будет находиться он на правом минарете мечети, вы сможете его прочитать. Как, я скажу чуть позже. А сейчас Болгар – это город, который находится в 200 километрах от Казани, и он входит в один из 3 в Республике Татарстан объектов, который охраняется организацией ЮНЕСКО, о чем и символизирует это знак ЮНЕСКО, который находится над дверью мечети. Еще один интересный факт. Болгары были, мне пишут, что мое интернет-соединение неустойчиво. Как меня слышно? Слышно нормально? Можете отвечать.
Слышно ли меня хорошо? Да, все слышно. Всё отлично. В 922 году, в 985 году, когда князь Святослав приехал со своим войском, чтобы завоевать Болгар, он увидел, что этот народ ходит в кожаных сапогах, искусственно выделанных. Тогда он поменял свое мнение. Он не стал сражаться с этим народом, а наоборот заключил пожизненный мирный договор. Вот такой интересный факт. Также есть из истории древних болгар, предков наших татар. Кстати, болгары, Эльвира, вы сказали язык. Они использовали язык рун-язур до принятия ислама. После принятия ислама они перешли на арабскую графику, и арабская графика у татар была практически 1000 лет. В 1927 году они перешли на латиницу. В 1939 году это кириллица. Это всем известно. Уважаемые знатоки, теперь вопрос. Также минуту включать. Нет, не буду включать. Татарский алфавит базируется на кириллице. Сколько же букв в татарском алфавите? Давайте включу. Эльвира, вы можете отвечать, можете писать, как вам удобно. Так, 36. Ну, очень близко, но... Давайте сделаю подсказку. Для этого вам нужно вспомнить, сколько букв в татарском алфавите и посмотреть на свод мечети. Вот на свод мечети посмотрите, пожалуйста. Избирательная секуресова? Нет, ничего не вижу. Ага, а вот так? Вижу. Ага. Ну, давайте. Простейшая математика. И получается у нас 33 русский, подсказываю. 9. Бинго! Дөрес. 39 харф, 39 у нас, 39 букв. Это плюс 6 татарских букв. 3 гласных, 3 согласных. Они находятся справа и слева на своде мечети. Эльвира, так как вы одна, давайте попробуйте мне сказать, пожалуйста, прочитать эти буквы. По-моему, вы сможете. Отлично. Яхшы. Ж. Ң. Х. Вы не преподавали татарский язык? Нет. Но у вас неплохие способности. Рахмет. Смотрите, только буковка «ы» у нас была здесь. Буковка «ы». Давайте покажу я вам небольшое видео, и там будет нагляднее и понятнее, как же произносить эти звуки, так как видео уже приготовлено. Видео у нас идет чуть больше минуты. Я сейчас останавливаю. Эльвира, вы, пожалуйста, скажите через минуту, видели ли вы видео, не лагало, не тормозило ли оно, и что вы запомнили. Поехали. В татарском есть 6 дополнительных букв. Это Чтобы его произнести, надо высунуть язык и сказать Эни. Когда научитесь произносить язык, можно не высовывать, а просто касаться нижних зубов. Это только опять же с выдвинутым вперед языком. Урдек. Сначала изучим О. О отличается от русской О. Он очень краткий, и чтобы его произнести, не надо слишком сильно вытягивать губы. Лениво так скажите О. Он. Возвращаемся в. Это как О, только с выдвинутым вперед языком. К. Ж это как Ж. Ну да, правильно, с языком вперед. Просто коснитесь зубов. Щир. Х. Это такой легкий выдох без препятствия поступающему воздуху. Х. Хэн. Чтобы произнести «м», надо дотронуться корнем языка до маленького язычка. Им. Но это еще не все, куда пошел. Некоторые буквы в татарском. Нам этого хватит. Эльвира, как вам видео? Было видно? Не тормозило ли? Можете повторить, пожалуйста? Cevapnama
Әллә видеодағы язманы? Видео не тормозило? Юк. Юк. Неге тиде? Так. Bizning там bir администратор qo'shildi. Isamisiz iPhone администратор. Мы выключаем звук при входе, напоминаем. Так, отлично. Ну, так, устанавливается связь, я вижу. Потому что по процедуре, Так, я вас выключаю вам звук. Эльвира, вы говорили буковка «ы». Смотрите, мне кажется, здесь чуть-чуть была неточность, но мне кажется, буковка «ы» устроена во всем мире, у всех женщин. Речевой аппарат моментально принимает свою форму, когда вы берете в руки телефон, подносите его к лицу, нажимаете на камеру и на селфи. Попробуйте так сделать, пожалуйста. То есть надо нажать на селфи, и здесь губы приобретают сразу свою позицию. И вам нужно просто выдохнуть. Попробуйте. Отлично. Так, у нас есть участник iPhone администратор. Тут написано, не могли бы вы представиться? У нас здесь немного. Можете включить микрофон? Ну, включила. Да, слышно, у вас работает радио или что-то? Хочется человека, который оплатил. Да, добрый день. Добрый день. Включила вроде звук. Наталья меня зовут. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы продолжаем, я выключаю вам звук. Все отлично, тогда есть. Для вас, Эльвира, будет напоминанием, но давайте мы тогда еще раз по всем звукам пробежимся, потому что кто-то не успел, но вы сможете посмотреть это дома. Звук это у нас как А, но если вы носили брекеты или ходили к стоматологу, там надевают такую штучку, и у вас губы растягиваются. Нам надо просто сказать А и растянуть губы. Язык у нас остается в нижней позиции, около нижних зубов. Отсюда слова «эни» – мама, «эти» – папа, «этеш» – петушок, «салям». С этим понятно. Как я и сказал, потренируйтесь перед телефоном, это у вас получится. Губы, получается, вперед. Выдуваем күн – день, түн – ночь, yüz – 100. Это из позиции нужно выдвинуть еще вперед, максимально сделать трубочку. Ну, как будто вы хотите поцеловать маму, скажем. Урдек – утка, булек. Подарок – утюг. На что похоже утюг? Нас мало, вы можете включать микрофон, не поднимая руку. Утюг. На какое слово похоже? Можете написать в чате, если вам удобно. Утюг. Утюг, отлично. Утюг. Утюг. Татарша. Переходим к тяжелой артиллерии. Это согласные, вот такие непонятные у нас, но они не страшные. Первое – это буковка «ж» с хвостиком, это у нас «ж». Она встречается в таких русских словах, как «вожжи», «дрожжи» или, например, даже «дождь», говорят «дождь». «Ж», «ж», «ж». Язык остается в нижней позиции, а корень языка идет кверху. «Ж». «Жей» – лето, «жилек» – ягода, «кеже». Что такое «кеже»? Козел. Ну что сразу козел-то, Эльвира? Что я такого сделал? Козел. Коза. Коза. Ну, я имею в виду, коза это коза.
Да, все правильно. Кэже. Следующий у нас н. Немножко сложное, гортанный звук н. Но оно, смотрите, есть такая подсказочка у нас с правой стороны мечети. Вы сможете прочитать сами. Вот н у нас напоминает английские буковки N и G. Если изучали английский, н. Или французский. Есть кто изучал у вас? Например, такие слова, как song, sing, monkey тоже может быть. Н. Это получается корень языка у нас дотрагивается маленького язычка, поднимается наверх. Н. Н. Отправляемся, попробуем повторить. Давайте вы повторите вместе со мной, не включая микрофон. Н. Тон. Тон. Рассвет. Тон. Он. Сознание. Или ум, разум. Он. Тон. Будет хорошо, если вы будете иметь перед собой что-то, тетрадь, чтобы вы смогли записать, потому что я как лектор не буду диктовать, по диктовку писать или что-то вам, если интересно, вы сможете записать. Но все записывать не нужно, так как вот этой доской вы сможете дома в свободное время пользоваться. Как сможете пользоваться, я вам скажу в конце урока. А теперь давайте покажу вам также, что вы сможете сделать дома. Вот здесь написано «Прослушай и повтори за диктором». Здесь звуки. Вы нажимаете на звуки. Отвлекающий фактор сзади, вижу. Отвлекающий фактор. Распознан. Исчез. Звуки 2. Смотрите, внимательно нажимаете, и здесь есть ссылочка для перехода. Нажимая на нее, вы переходите на нужную ссылку. Получается, вам здесь нужно будет повторить звуки за диктором. Пойдем. Вот так будет это звучать. Это вы сможете сделать дома в свободное время. Также то видео про произношение будет у нас здесь. Сможете просмотреть. Если же видео вдруг не проигрывается, та же, в принципе, информация дублируется здесь. То есть про каждую буковку написано, какая буковка как у нас произносится. Прочитали. И чтобы запомнить информацию, посмотрите. Вот, допустим, вы прочитали, посмотрели, все запомнили, все закрывается, и слева будут у нас карточки для практики. Давайте мы попробуем одну из них выполнить. Ну, давайте две, у вас как раз каждый по одной. Кто первый сделает? Вот первое – это глухой согласный звук, простой выдох, очень мягкий. Как вы думаете, что за звук? Что за буква? Можно включить, можно написать. Наверное, это Н. Юг. Юг. Это на выдох говорится. Мы не можем сказать на выдох. Тогда Х, татарское Х. Вот угадали. Если вдруг не угадали, вы опять переходите сюда и смотрите. Здесь дублируется та же информация. То есть вот глухой согласный звук, простой выдох. Также опять закрыли, просмотрели. Теперь следующая карта для вас уже. Эта буква образуется в передней части языка. Данный звук произносится в таких русских словах, как вожжи, дрожжи, дождь. Ответьте, пожалуйста. Надежда, если я не ошибаюсь. Правильно ли я запомнил ваше имя? Юкма? Наталья это бывает. Наталья. Наталья вас зовут. Шлайма? Так. Наталья пока загружает, по-моему, информацию, которую только что мы прошли. Эльвира, вы готовы ответить? Ж. Буква Ж. Ж. То есть можно посмотреть. Жир, жиль, жилек. Жилек. Отлично. Шеп. Жипшик, может быть, сейчас актуально. Вот таким образом вы можете растусовать, посмотреть, пройти карточки. После того, как вы вспомнили, пожалуйста, карточки обратно положите в колоду. Ну, вот так примерно будет выглядеть. Булдана? Хорошо?
Это вот по телефону можно будет сделать, да, в телефоне? Смотрите, в телефоне, скорее всего, это не получится делать, так как мы пробовали, в телефоне не получилось, но вот через компьютер это получается. Да, а как вот поймать это в компьютере, как это сделать? Я вам объясню чуть позже, хорошо? Мы давайте с вами со звуков перейдем уже к словам. Звуки мы поняли. Перейдем к словам. Леся, Эльвира, Эльвира, будет легко, но все же давайте составим пару. И мы с вами сделаем небольшой диалог, но перед диалогом давайте вспомним. В начале урока здесь было больше людей, и вы написали такие слова приветствия, как «салям», «салям». Это обычный привет, неформальное. Также более официальное «здравствуйте» и «сэммэсэс». И «сэммэсэс» – «здравствуйте». Вся лексика будет вот на этом распечатке. Здесь также сможете увидеть. И «сэммэсэс». Также в зависимости от времени суток вы можете поздороваться, пусть и официально, но красиво. Это очень популярное выражение и используется в разговорном языке. «Хайрле ирте». Повторите за мной. «Хайрле ирте». Я вижу, как вы повторяете или не повторяете. Отлично. Добрый день. «Хайрле күн». «Хайрле күн». Добрый день. «Хайрле күн». «Хайрле киш». Добрый вечер. «Киш». «Тыныш йокы». «Тыныш йокы». Кстати, может употребляться как «доброй ночи» или «спокойной ночи» по желанию. «Тыныш йокы». «Тыныш йокы». «Хайрле ирте», «Хайрле күн», «Хайрле киш», «Тыныш йокы». Вот так можем запомнить эти выражения. В ответ мы можем ответить также, просто продублировать. «Хайрле ирте», «Хайрле ирте», «Хайрле күн», «Хайрле күн». Вот. И обычно у нас в первом диалоге будет про настроение. Настроение. Давайте я вам покажу видео, и там все будет понятно. Видео мы смотрим 1 минутку, потом сделаем небольшое задание. Смотрите внимательно. Знаете, самый простой диалог на свете. Привет, привет, как дела? Нормально у тебя? Спасибо, хорошо, пока, пока. Как это сказать татарща? Привет, вот здесь произносить надо нет времени объяснять. Официальное здравствуйте будет и сяммэсэс. Как дела? Тогда буквально получается делака. А еще халявничек может заменять привет как халявничек. Дела могут быть шэп, эйбэт, и чат. Только не выдумывай. Спасибо. Только рахмет важно ставить в конец предложения. Теперь прощаемся. Если вы с собеседником на «ты», тогда «саул» или «куш». И тогда надо добавить «саул» или «куш». Готов? Поехали. Так, небольшой тут спойлер у нас был. Вы подняли руку, администратор. Вы хотите что-то сказать? Ой, Или нет, у нас видео не видно? случайно. Ну все, тогда опускаю вашу руку. Так, вы видео увидели? Видео не тормозило? Информацию приняли? Звук немножко пропадал, слова. Ну хорошо, давайте мы вспомним. В видео у нас были также слова, обозначающие настроение. Мы народ гостеприимный, татары, конечно же, спросим, если даже первый раз увидим. «Халляр нишик», как дела? «Халляр нишик». У нас были варианты ответов, как «ношар», «йохши», «шэп», прямо супер здорово, и «ярысы» еще было. «Ярысы», вот сейчас говорят очень современно, «норм», «сойдет». Ничего, так. Вместо «йохши» можно также сказать «эйбэт». «Йохши» – то же самое. «Бик йохши» уже усиливает значение, получается не просто хорошо, а очень хорошо. «Бик йохши».
Также к слову шеп можно добавить big шеп, получается. Не просто здорово, а очень здорово. Ну, лучше некуда. Big – очень. Йохше – big йохше. Big йохше. Если даже написано йохше, мы произносим йохше, как буква с к. Но к у нас твердая. Йохше, йохше, big йохше, big йохше. Но шар. Но шар. Шер. Йорысы. Все. Посмотрите, перед вами вот те слова, которые вам понадобятся для построения диалога. Посмотрите на диалог 1. Он сделан у нас при помощи эмодзи и эмоций. Вы, пожалуйста, сейчас вот в паре Эльвира, Наталья, если я не ошибаюсь, или я все еще ошибаюсь. Напомните, пожалуйста, мне. Попробуйте сделать диалог и проговорить. Я вам даю минутку, чтобы вы построили этот диалог. Если будете готовы, поднимите руки, и мы начнем. Диалог простейший. Здесь есть приветствие, настроение и прощание. Все. Для первого раза самый топ. Я готова. Эльвира Азыр. Я и не сомневался. Так, мы ждем вашего собеседника. 15 секунд даем еще. Ну что, время подходит к концу. И ну что, давайте попробуем. Эдягис, пошли вас. Включите, пожалуйста, микрофоны. Угу. Вы можете начинать. And Mrs. Хорошо, дальше идем. Так, первый у нас... Эльвира, повторите, пожалуйста. Isen Mrs. Танış bulduk. Хорошо, отлично. Пусть будет исемисис. Вот у нас исемисис. Как вы ответите на исемисис? Как мы можем ответить? Исемисис. Исемисис, отлично. И дополните вопрос, пожалуйста. Хиларничек. Хеллерничек, отлично. Rahmet, big yakşı. Sizniki. Ну ладно, пусть будет так. Rahmet, big yakşı. Sizniki. Да, спасибо. А ваша? Сизнеке. Есть такие слова? Не знаю. Рахмет Яхши. Рахмет Йохши. Ну все, отлично, и попрощаемся. Sağ bulunuz. Мнемонда. Можете посмотреть. Саубулас. Можно также сказать. Салбулгис. Саубулас. Вы общались между собой очень уважительно на «вы». Все правильно. Ну, смотрите, отличный диалог получился. Саубулас. Ну, можно распространить. Можно сказать «кушавас». Напомню, здесь в скобках «саубулагас» для уважительной версии, «саубулагас» на «вы». «Саубул» будет просто «до свидания», «пока». «Куш» – «пока». «Кушавас» – «до свидания». «Саубулагас» – «до свидания». Также могли сказать «хайли кын», например, «пока еще у меня день». «Фазанданищик» – у вас тоже, наверное, еще день. И на полиста «кын». «Хайли кын» тоже можно было сказать. Так, Эльвира, я понимаю, что у вас нет проблем. Вы можете окна, если вам мешают, убрать сверху
скрыть миниатюры видео, чтобы вам видно было до конца этот диалог. Я в такой позиции оставляю, чтобы вы смогли подсматривать за словами. Пожалуйста, переведите этот диалог также по парам. Здесь уже какие-то новые слова есть, но эти слова у нас отмечены здесь. Сәлем, таныш булыйк. Мин Дамир. Ә синең исемең ничек? Привет. Давай познакомимся. Я Дамир. А тебя как зовут? Отлично. Дальше продолжать? Или уже это Наталья? Для Натальи. Я прошу включить вам микрофон. Если вы затрудняетесь, мы продолжим. Скажите. Нет. Ага. Так, все, да, я в микрофоне. Да. Салам Дамир. Минем Aynen. исеменем Сания. Benim ismim Saniye. Мгм. Сания. Мин Бикшат. Нет, это не вам. Переводить? Да. Привет, Дамир, или здравствуй, Дамир. Меня зовут Сания. Да, Сание только будет. Сание. Сания. В татарском языке у нас ударение практически всегда падает на последний слог. Сание, исемем, минем, дамир, салям. Видите? Поняла? Мин Бикшат. Я очень рад. Да, вот здесь это у нас. Наталья. Ну, давайте закончим, Наталья. Последняя фраза за вами. Ederiz. Рахмет минде. Рахмет минде. Это у нас тоже здесь есть. Эльвира, давайте сами вы закончите. Рахмет Минде. Спасибо, я тоже. Да, вот у нас есть здесь слова. Если вы сможете всегда подсмотреть какие-нибудь новые слова, я рекомендую вам записать. Их у нас немного, чтобы запомнить. Но вы в любое время также сможете посмотреть эти слова. Они будут в общем доступе. Ну, Йокши, это были самые обычные диалоги. Давайте, у нас есть перед нами вот эти слова. Давайте попробуем мы сейчас, просто используя эти слова, построить диалог, где будет приветствие, где будут слова настроения и где будет прощание. Я вам не дам времени подготавливаться, так как слова перед вами. Вам просто нужно выбирать правильное слово и отвечать. Эльвира, вы начинаете. Наталья, у вас тоже включен микрофон. Слушайте внимательно. Исенмисіз Наталья. СНСС Эльвира. Подождите, стоп. Вы не знаете друг друга. Давайте мы еще... Хорошо. Давайте заново тогда. Давайте заново. Исенмисіз. СНСС. Таныш Булык. Нет. Да, все верно. Можно просто ми. Так, как сказать-то, как меня зовут-то? Можно просто ми. Ми Наталья? Йоша. Можно. Ну, если просто вас зовут. Сен Мегесничек. Ага. Ничек. Benim isimim Elvira. Min Бикшат Татушуга.
Миндекшат. Минде. Хорошо. Давайте про настроение спросим. Нишик халлерегес. Ярай. Вспомни слова. Шеп. Хорошо. Шеп. Спросим у собеседника тоже. Так. Хеларнчик. Нишик. Хеларнчик. Нишик. Яхши. Ну и все, можно попрощаться, думаю. Саубулыгыз. Саубулгис. Ну, отлично, молодцы, афарин. Наталья, Эльвира. Эльвира, вы прямо как с учебника, как будто аудио включили так четко, по слогам говорили, как в учебнике татарского языка. Дренщик унигу. Смотрите, давайте подведем итоги. У нас каждый урок будет примерно 50 минут длиться, вот как раз 50 минут прошло. Сегодня на уроке мы с вами побывали в городе Болгар, вот где и сейчас находимся. Побывали мы Ак-Мешитте. Вот это здание как раз называется Ак-Мешит. Посмотрите. Кстати, Мешит, интересное слово. Мешит. Это как будто Мешит плюс Эт. И у нас получится Мешит. Вот такое дружное заведение, где и Меше, и Эт могут жить вместе. Мешит. Ак-Мешит. Мешитте. Мы вспомнили, кто-то узнал, кто-то вспомнил татарские буквы, особенности их произношения. Мы повторили, узнали слова приветствия, настроение, также прощание. Построили базовые, простые диалоги и построили как раз диалог, где мы совместили приветствие, настроение, прощание, также узнали, познакомились. Сегодня на татарском языке, Наталья. Прямо отлично получилось. И смотрите, в качестве не домашнего задания, а рекомендации я вам поделюсь ссылкой с вами. Получается, по этой ссылке вы сможете пройти к этой доске. Также мышкой, получается, вы сможете увеличивать, уменьшать экран. Смотрите, здесь с правой стороны есть настройки. Нажимая на них, тут написано «Навигация». Нажимаете на нее. И если вы работаете с компьютера, выбирайте мышь. Я работаю с компьютера. Если вы работаете с планшета, либо с телефона, выбирайте трекпад, чтобы вы смогли руками управлять. Я выбираю мышь. И таким образом, например, я колесиком мышки могу уменьшать или увеличивать. И дома, получается, вы откроете, сможете посмотреть, послушать видео, пройти, также вспомнить звуки, потренироваться с карточками, карточки поставить в колоду обратно. Местоимения мы сегодня забыли, местоимения также к вам приготовил, вы сможете их посмотреть.